медалью 100 лет Якутской автономной Советской Республики награждается член бюро Пангаласского райкома партии Сосова Надежда Михайловна. Всем большое спасибо. Юбилейной медалью 100 лет образования Союза Советской Республики награждается первый секретарь Татарского райкома КПРФ Белорусская Надежда Семеновна. Поздравляю, Надежда Семеновна. Поддерживая традицию наших партийных мероприятий, вручается партийный билет на нашем пленуме товарища Латышева Андрея Михайловича. Большим желанием работать в партийной организации, имеешь партийное поручение уже и наказы. Я думаю, что ты будешь активным членом, уверен. Здесь за санкции, Партийный билет вручается Забегину Артему Николаевичу. Ты каким спортом занимаешься? Самбо. Ну, серьезно. Хорошо. Поздравляю тебя. Желаю успехов. Партийный билет вручается Колышкину Никите Васильевичу. Успехов тебе. Партийный билет вручается Солоденникову Тамерлану Евгеньевичу. Очень интересно. Не просто отвечал на все вопросы, но ты готов поговорить. Я думаю, что активно, как и ребята, тоже участвуют. Поздравляем. Желаем успеха. Коммунистической партии Российской Федерации, Якутская региональная гильдия. И я уверен, достойными настоящими коммунистами. Еще раз пожалуйста. Мы констатируем, что работа партии сегодня идет в условиях обострения общего кризиса капитализма, когда крупный капитал усиливает эксплуатацию трудящихся, уничтожает демократические права и свободы, поддерживает неофашизм, развязывает войны и конфликты, Объединенный Запад осуществляет политику неприкрытой агрессии по отношению к России. Нарастает антисемитизм, антикоммунизм, русофобия, и в этих условиях коммунисты занимают твердую позицию в борьбе с буржуазной реакцией. Народное предприятие Павла Грудинина за 30 лет с момента возрождения КПРФ накопило большой опыт созидательной деятельности наша партия. Народное предприятие Павла Грудинина, Ивана Казанкова, Ильи Сумарокова уже многие годы демонстрирует успешный опыт развития на коллективных началах. А под руководством коммунистов Локтя, Анатолия Левченко, Анатолия Крючкова, Владимира Коновалова, всех русских, достигнуты важные результаты в социально-экономическом развитии Новосибирска, Якутска, Орловской, Ульяновской областей Республики Хакасия. Участники пленума с интересом заслушали доклады руководителей коммунистов Орловской области и Хакасии. Подводя итоги обсуждения доклада Клычкова-Коновалова, содержательным докладом выступил Геннадий Андреевич Зюганов. Он отметил, что созданные при поддержке КПРФ народные предприятия демонстрируют успехи. К сожалению, у нас в Якутии наша партийная организация пока не нашла механизмы и рычаги для создания подобных предприятий. Это наше слабое место. Павел Грудинин к нам приезжал. Наши товарищи несколько раз выезжали в совхоз имени Ленина. Нужен поиск народных лидеров, способных воплотить это в жизнь. Коммунисты, руководители регионов показывают важные результаты в социально-экономическом развитии региона. Речь идет о
Геннадий Андреевич Подругов остановился на международной обстановке и предложил всем единомышленникам видение основных мировых тенденций. Авантюризм и агрессивность США и НАТО угрожают новой мировой войной. Осуществляется попытка установления новой мировой колониальной системы. Ужесточается эксплуатация рабочих и трудящихся. Международная ситуация выходит из-под контроля. Является войной коллективного Запада против России и представляет опасность для будущего мира. Позиция коммунистов неизменна. Ликвидировать угрозу мировых войн и победить фашизм можно лишь покончив с капитализмом. В условиях обострения кризиса капитализма коммунисты предлагают народам образ будущего. Пропаганда цели нашего движения, нашей программы победы приобретает все более принципиальное значение. Сегодня мир на изломе, снижается уровень жизни целых народов. Сотни миллионов людей стали жертвами нищеты и сползания мира к хаосу. Загнанный в тупик капитализма за сохранение своего господства будет сражаться все более жестко. Сегодня ключевая задача фронта прогрессивных сил в том, чтобы менять баланс сил в пользу социального прогресса. Наш проект будущего – это социализм. И у нашей политической работы, агитация и пропаганда есть важная задача – показать суть нашей альтернативы. В своем докладе Геннадий Андреевич коснулся прошедших выборов. После выборов партия власти безудержно трубила о своей победе. В ответ ЦК КПРФ потребовал четких пояснений, в чем Единая Россия усматривает свою победу. Победили бедность, остановили рост цен, остановили вымирание, поддержали закон о детях войны. За провалы в работе надо отвечать. Первый заместитель председателя Иван Мельников отметил, что в тяжелейших условиях проведенных выборов мы сохраняем статус второй политической силы страны. В 19 кампаниях по выборам губернаторов из 21 у нас 2 победы, а Роща на Хакасии стали. Помимо Единой России, только КПРФ обеспечила присутствие во всех 20 региональных парламентах. В региональных парламентах были выборы 79 мандатов, ЛДПР 51, Справедливая Россия 25, Новые люди 23. То есть у КПРФ больше мандатов, чем у ЛДПР и Справедливой России вместе взятых. А теперь в выборах у нас. Закончились выборы. Результат мы получили не тот, который предполагали. Сейчас еще идет детальный анализ проведенной выборной кампании. Тем более в преддверии предстоящих выборов марта 2024 года президента Российской Федерации. Начиная с 2018 года, в течение 5 лет мы достигли галии результатов как на федеральных, так и на местных выборах, которые позволяли говорить, что Якутия покраснела. И вот сентябрь 2023 года нас отбросил назад. Нет, мы не расслабились, и сделано было немало. Выборную кампанию мы провели под лозунгом «Достали, господа, выбирай товарищи», который нашел отклик в сердцах избирателей. Как никогда много напечатали листовок, брошюр, баннеров, основательно доработали свою предвыборную программу «Сильная Якутия, сильная Россия». На основе социально-экономической программы ЦК партии, выработанной Третьим Орловским экономическим форумом, в своей программе мы сформировали позиции, за которые сейчас продолжаем борьбу. А это, во-первых, преодоление бедности. В Якутии более 160 тысяч жителей за чертой бедности, в том числе 40 тысяч детей. Возвращение пенсионного возраста населения для женщин 50 лет, мужчин 55. Преодоление безработицы, которая на селе достигает 30%. Наказы избирателей легли в нашу предвыборную программу: принятие закона о детях войны, национализация стратегических предприятий и природных ресурсов, введение прогрессивного налога, пересмотр избирательного, трудового и жилищного кодексов. Эти вопросы мы в своей борьбе за права трудящихся ставим постоянно. И вот в ходе прошедшей кампании власть подхватила на реализацию некоторых. Так, в самом начале выборов, дав обещание побороть бедность, уже разработали указ главы о повышении доходов в социальном благополучии в Якутии. Поставлена задача в сокращении бедности в 2 раза. К 2030 году вывести более 70 тысяч семей из зоны бедности. Более 27 тысяч семей предполагается предложить индивидуальные программы сопровождения. Обязана ежегодно материальная выплата детям войны. Вообще в ходе этой кампании на голову избирателей обрушилось море обещаний. 70 тысяч, а куда 70 тысяч, так останутся бедными? Бедных не должно быть. И начали с того, что в июне на праздновании национального праздника Исах объявили о рождении миллионного жителя.
Многие забыли, а молодые не знают, что миллион в Якутии был уже в 1985 году. А в 1991 году, к моменту подлого развала СССР, нас уже было 1 миллион 116 тысяч человек. Постарались и федеральные каналы. Главой страны было озвучено, что Ленскому мосту быть. Сегодня уже говорят, что до 1928 года мост будет построен, хотя решение принималось 15-20 лет назад уже. Поддержаны мастер-планы по развитию городов Якутска и Нерюнги. Строительство ряда знаковых социальных объектов, как, например, Высшая школа музыки. Озвучено, что город Якутск будет лучшим городом в мире на вечной межлатке. Обещано много. Да, прошедшая кампания была крайне сложной и конкурентной. Власть к ней старательно подготовилась с учетом волны протестов 18-21 годов. Задолго до выборов подготовились новые люди, коммунисты России. Считаем, что коммунисты России на территории нашей республики – это проект администрации главы правительства республики, который частично удался. Это не партия, а специально подобранные люди, снабженные деньгами, возглавляет их партийный перерожденец Владимир Юр, некогда избиравшийся первым секретарем Якутского горкома партии. Уже тогда у нас начали закрадываться подозрения, что это заслуга. Так и есть. Большие деньги для него не пахнут, попутали честного избирателя. А много людей привела к результату Сардана Авсентьева, бывший мэр Якутска. За огромные деньги, миллионы, десятки рублей, она устроила поездки по всей республике. Это же надо оплачивать каждую поездку. Это большие очень деньги, миллионы. И со свойственной экспрессией, честными глазами, как это было на выборах мэра Якутска, пообещала расширить власть и привести избирателей к лучшей справедливой жизни. Ну, сейчас уже прошло несколько месяцев после выборов, но мы не видим никакого шевеления. Это кандидаты от этой партии просто молчаливо сидят на заседаниях и просто молчат. Плохой урод сыграл действующий депутат Госдумы Петр Амусов. От него мы не ощутили не то чтобы никакой помощи, а только вред. И это к нашему стыду, за него сами его выдвигали в 2021 году. В течение 2,5 лет он ни разу не отчитался перед коммунистами о своей работе, не был здесь в Республиканском комитете партии, где практически прошел все ступени с помощью партийной организации коммунистов. Вся агитация на бумажных носителях в социальных сетях была раскручена в полной мере. Не хватило живого слова и обещаний. Все-таки мы отошли от практики от дома к дому, от семьи к семье. Это работает. Работает сегодня. Одна из главных форм работы с избирателями. С 15 августа формировали списки наблюдателей по республике. В списке наблюдателей представили 17 местных отделений Якутского райкома. Всего на выборы вышли 325 наблюдателей, а их у нас около 1000. Около 1000 избирательных участков. То есть только треть мы смогли обеспечить контроль до выборов. Агитационная работа проводилась в период с 14 августа по 7 сентября по всем направлениям. Распространение агитационных материалов, публичные мероприятия, выступления кандидатов в прямом теле- и радиоэфирах, в социальных сетях, на страничках периодических печатных изданий во всей республике. Агитационные материалы доставлялись автомобилем, авиационным транспортом и почтовое отправление. Большая работа была проведена газетой «Коммунист», главный редактор Галина Махначевская. В нынешней избирательной кампании была предоставлена возможность кандидатам в народные депутаты участвовать в теледебатах практически каждый день. Через телеэфир с нашей предвыборной программой прошли 14 кандидатов, находившиеся в этот период в Якутске. Силами Якутского горкома и Якутского райкома было выпущено 59 агитационных роликов с кандидатами, программой и нерешенных проблемах. Ежедневно на протяжении 3 месяцев выходило минимум 4 новостных поста, а бывало в день и по 6-8 о партийной и общественной работе партии. На общественных интернет-страницах, WhatsApp и Telegram-мессенджерах, видеоканалах, социальных сетях интерес и просмотр со стороны населения Якутии увеличился на 140%. Ну, можно считать же там, можно посчитать. Было задействовано 200 WhatsApp-групп, более 50 групп в социальных сетях, 1 видеоканал КПРФ, 6 телеграм-каналов, 9 общественных страниц
на ВК, Одноклассниках, Фейсбук и новостных сайтах Якутия.Инфо, Саха-Дэй, газета «Коммунист», «Эхо столицы», «Элтумэн», «Турмада», телеканал НВК «Саха», Якутия-24, радио, статьи «Мамонт», Россия-24, Россия-1, Радио Россия, а также страницы в социальных сетях самих кандидатов. Общий охват информационного материала 301 208 человек по республике Саха-Якутия. Несмотря на трехдневное голосование, на выборы в сентябре вышло практически то же количество избирателей, как всегда. Явка составила выбора главы республики 48,3%. Признаны действительными были 48, все практически признаны действительными. Наибольшую явку показали Оленевский, Вильнюсский, Горный, Тятинский, Анабарский, Усалданский. Самую низкую явку это Алданский 37%, Амиконский 35%, Миринский 35%, Ленский 34%, Ненугдинский 28%. А вот где самая наибольшая явка, от 80 до 63% была явка. В Якутске явка составила 41%. Как показало голосование, большая часть избирателей проголосовала в первый день голосования. 20% уже в первый день. Это мы понимаем, кто пошел под давлением руководителей административного ресурса. Объясняется тем, что работодатели получили задачу обеспечить явку. За нашего кандидата на должность главы республики проголосовало 10,4% избирателей. Это второй результат. Николай Василий Сергеевич 75,7%, Парахин 5,6%, Борисов 5,2%. Это вот он ни разу не выступал нигде, ни с одним выступлением, ни на радио, ни телевизоре, вообще в коллективах нигде. Но 5,2% проголосовал. Ну, это мы понимаем, протестное голосование. Ну, где-то кто-то ошибся. Исходя из того, что никому неизвестный Борисов, набравший 5,2 голосов, выступивший как кандидат от коммунистов России, можно предположить, что он прошел муниципальный фильтр и был выдвинут с подавления властей за далеко идущими планами. Имея эмблему, как у КПРФ, и созвучно название партии, большая часть голосов, отданных за Борисова, скорее всего, принадлежала КПРФ. Наибольшее количество голосов проголосовали Нижеколымский область 31%, Якутск 16%, Нижеколымский 13%, я имею в виду за кандидата на главу республики от партии, Алайковский 12%, Усмайский, Ленский по 12%, Миринский 10%. Наименьший результат это у нас Верхневилюйский 3%, Абыйский 4%, Тятинский 4%, Верхоянский 4%, около 5%. Голосование за мандаты Государственного собрания республики приняли 6 партий. Не смогли зарегистрировать список кандидатов по единому республиканскому избирательному округу политическая партия «Коммунисты России». Приняли участие в голосовании 314 582 избирателя. За Коммунистическую партию Российской Федерации по единому республиканскому избирательному округу отдали свои голоса 41 344 избирателя, что составило 13,1%. Нижеколымский округ 22%, Поярковский 21%, Центральный 21%, Сайсарский округ 18,5%, Строительный 18%, университет в Якутске вот примерно 17 по округам 16-15, где-то вот ровно. Но такой процент потери и уменьшения, в принципе, это ни в коем случае не говорит, что это нас где-то успокаивает. Нет, это общая тенденция, которая говорит о применении какой-то новейшей технологии, которая связана вообще с подтасовкой результатов. Ну, если, например, в Забайкальском крае было 16 депутатов, стало 2. Если в Ростовской области было 8 депутатов, стало 2. Если в Иркутской области было около 20, стало 4. И во многих, в принципе, вот это вот. Но в то же время очень много. Если в Якутске пришло голосовать 220 тысяч избирателей, то 235 тысяч не пришло голосовать. Но это вообще-то избиратель протеста, безусловно. Сохранили количественный состав в районах.
На сегодняшний день количество депутатов КПРФ составляет 165 человек, было 207 по итогам 2022 года. Мы потеряли количество мандатов, но при этом расширили географию нашего присутствия в районах. Вместе с тем следует констатировать и упущенные возможности со стороны партийных организаций и отдельных местных отделений. Не был использован имеющийся потенциал в Верхнеколымским, Намским, Сунтарским, Татинским, Мегано-Кангаласским, Усмайским, Чурапчинском отделением партии. Использование административного ресурса традиционно было повсеместно. Правительство республики работало на выборы, исполняя должностные обязанности с постоянным посещением районов и ежедневным неоднократным освещением на теле- и радиоканалах. СМИ были наполнены целевыми статьями в пользу Единой России. Была проведена огромная работа Якутским рисковым КПРФ и местных отделений, но при этом необходимо отметить ряд допущенных ошибок. Несмотря на раннюю подготовку к выборам, Якутским рисковым не была вовремя проделана работа по составлению списков кандидатов в народные депутаты и кандидатов в муниципальные выборы. Как следствие, документы на всех кандидатов были своевременно отправлены и оформлены для выдвижения несвоевременно все-таки и регистрации. Раньше можно было. Многие избиратели в условиях продолжающейся специальной военной операции, жесткого противостояния России с Западом поддержали Единую Россию, чтобы, как они считают, сохранить Россию. Власть все время делала работу по консолидации общества вокруг верховного главнокомандующего президента Путина, отождествляя его с Единой Россией. Итак, впервые на выборы республики пришло меньше половины избирателей. Большая часть не принявших участие в выборах не верит в обещания власти, а мы не смогли их переубедить. Чуть меньше 1% мы уступили новым людям. В Якутске на выборах главы получили 16%, а в Нижнеколымском районе 35%. Избранные депутаты самых отдаленных практически районов по 3-5 человек. Голову пеплу посыпать не собираемся, а с учетом сделанного будем усиливать и совершенствовать свою работу. Сейчас самое главное для нас все для фронта, все для победы. По нашему предложению, над которым мы работали еще с 2018 года, 2018, в новом составе Госсобрания образован комитет по делам военнослужащих, ветеранов боевых действий, вопросов патриотического воспитания общественных организаций. Также по нашему предложению был создан на Донбассе единый координационный центр по оказанию помощи воинам якутянам и их семьям. В городах Новоазовске и Кировске, ДНР, Херсонской области слаженно работают опорные пункты. Планируется открытие генетических ЛНР, также такие пункты, в этом мы принимаем очень активное участие. Нашим бойцам оперативно доставляют все необходимые продукты, одежду, маскировочный сеть. Оперативно штабы работают в Якутске, Москве, Ростове-на-Дону. Дети войны, наша городская партийная организация готовит сети маскировочные постоянно. Это очень большую работу проводит. 118-й конвой, это более 20 тысяч тонн груза уже отправлено от партий, которые в целом из Москвы идут эти конвои на Донбасс. Да, с началом СВО тысячи молодых якутян, большая часть айтишников выехали за пределы России, Казахстан, Таиланд, Армению, но тысячи бесстрашно и мужественно воюют на полях сражений. Якутия гордится нашими героями России, их уже 4. Вся Россия узнала о подвиге экипажа танка Алеша. Это простые сельские якутские ребята, для которых патриотизм, любовь к родине заложены с самого детства семьей и школой. И вот недавно звание героя присвоено Дмитрию Егорову, жизнью заплатившему в борьбе с нацизмом. Теперь о справедливости, тема, которая особо актуальна. Геннадий Андреевич совершенно прав, когда сказал, что эпоха эксплуатации не осталась в прошлом. Особенно остро это воспринимается, когда вокруг боевые действия. У нас в республике очень большое социальное неравенство. Средняя зарплата продекларирована за 2023 год в июне 114 тысяч, за май 120 тысяч. Более 100 тысяч в месяц рублей в текущем году. Всего 46 бюджетных, вот в этой статистике, всего 46 бюджетных миллионеров. Вообще эту зарплату получает всего лишь 13-15%. Вот такую среднюю зарплату. А если говорить о 46 бюджетных миллионерах, бюджетных, они получают зарплату якобы.
у которых у 6 ежегодный доход более 250 миллионов. И вот в середине июня оказалось, что в Якутии на 15 месте Якутия по материальным доходам населения среди 80 российских регионов. И как это соотнести с наличием 160 тысяч бедных, наличие которых власть признает и издает специальный указ о социальном благополучии. Вот такая справедливость, вот такое социальное расслоение. Не хотят богачи ни делиться, ни платить налоги по прогрессивной шкале. Сегодня в это сложнейшее время нам необходимо бороться, чтобы заложить основу будущих побед в бою и в труде. Абсолютно ясно сегодня, что пороки нынешней политической системы России стали прямым следствием разрушения СССР и буржуазной контрреволюции в нашей стране. Страна так и не увидела отказа от исторически обреченной системы, созданной в результате предательства Горбачева и Ельцина, их подельников, несмотря на заявления, периодически звучавшие о новом курсе. И здесь явно противоречие. В своих главных основах порочный социально-экономический курс сохраняется. Россия обязана отвечать на вызовы времени на всех фронтах гибридной войны. Предложенный правительством проект бюджета этим задачам не соответствует. Им соответствует программа победы КПРФ и наши важнейшие требования. На прошедшей сессии МКМНа наша фракция голосовала против принятия предложенного проекта бюджета, так как он не усилит социальную поддержку молодых семей, пенсионеров, детей войны, не выведет из бедности. Двойственная политика не может быть созидательной. Невозможно критиковать капитализм, говоря, что он зашел в тупик, а надеяться успешного развития в рамках этой системы. Только социализм дает уверенный взгляд в будущее. И на пути к столетию со дня памяти Владимира Ленина в январе 24 года, в преддверии мартовских выборов президента страны, мы сделаем все возможное для устойчивого и успешного развития нашей державы. Спасибо за внимание. Добрый вечер, дорогие товарищи. Мне бы хотелось бы остановиться не только на практической части, но и напомнить наши теоретические поставленные наши задачи. Партия сильна в первую очередь своим единством, которое цементируется не только научной теоретической базой, предполагающей переход от капитализма к социализму, но и повседневной, кропотливой, дружной, слаженной работы самих партийцев. Всякие компромиссы и отклонения от линии коммунистической партии, руководящих органов, ее решений съездов пленумов, на которых принимается поставленный демократическим большинством членов, а также замалчивание рецидивов оппортунизма и ревизионизма, в том числе в угоду своим взглядам, желаниям, является главной причиной образования различных недовольств, течений в партии, что оборачивается раздором и разрушением единства в наших рядах. Сегодня наше с вами единство – это оружие пролетариата. Надо не только бережно хранить его, но и приумножать, принимая в ряды все новых и новых членов коммунистической партии. Тут бы я хотел остановиться на приему в нашей партии, отметить, конечно, я являюсь вторым секретарем горкома, отметить качество приема, ну и работы в нашем направлении. За текущий год, в 2023 году, мы приняли в ряды коммунистической партии нашего городского отделения всего 17 человек. Я хотел бы отметить несколько человек, которые содействовали в приеме и которые на данный момент у нас на слуху. Это Коженкина Анна Дмитриевна. Она сегодня у нас в Искоме. Это человек, который, несмотря на свой возраст, в этом году привел активных товарищей. 5 человек. Это люди участвовали у нас сегодня на выборах, помогают сегодня работе нашего городского отделения. Виктор Николаевич Губарев. 6 человек. Это наши бойцы СВО. Сегодня вы видели одного из них. Тут мы вручали партийный билет. В партию вступили 4 комсомольца, которые в данный момент, 2 из них вы также видели вручение партийного билета. И 2 человека у нас в партию пришли, найдя нашу организацию в социальных сетях и обратившись в нашу партию посредством WhatsApp. Вот. Это очень малое количество.
В данный момент у нас насчитывается первичных организаций, 40 первичных организаций ведут работу и провели в течение года те или иные партийные собрания, обсудили постановления, вопросы и выполняют решения наши единицы. Я не буду перечислять их. В данный момент у нас проводится собрание первичных организаций, которые с поставленными задачами бюро горкома. Это и взятие на себя ответственности по работе тех или иных направлений. Например, это самый простейший распространение печатной газеты, агитация, встреча с населением, с рабочими коллективами, работа в интернет-пространстве, которые также влияют на работу нашей первичной организации, работу нашей партийной городской организации. Обязательно содержать в чистоте нашу совесть, старшим быть наставниками младших. У нас также было принято решение более партийные отделения первичных партийных организаций, те, которые состоят у нас из старших, в основном товарищей, чтобы они взяли шефство над нашими молодыми товарищами, потому что в последнее время вступает большое количество тоже молодых людей, которые практически не понимают работу партии, они не видели и не осознают, и не могут сказать конкретно, например, о работе Коммунистической партии Советского Союза, не жили при Советском Союзе и мало представляют, могут сказать только из ролика в интернете, общими словами. И особенно партийная работа им понятия, например, даже таких понятий, как что такое бюро, что такое пленум, что такое собрание, конференция, общее собрание, донести очень сложно понимание это. И вот самая главная задача наших старшего поколения именно донести молодежи вот работа именно партии, суть нашей работы. Наставники на младших, друзьям становиться товарищами, знакомым сторонниками, а нам блюсти целостность, из которой вытекает единство взглядов, единство действий коммунистической партии. Нам нужно прекратить ватсапные баталии, за что-то спрашивать, шельмовать руководителей. Давайте собираться. У нас есть политические занятия, дни секретаря, конференции, собрания, на которых мы можем обсудить любой вопрос и позицию. Есть поставленные задачи, которые нам требуется выполнять. В последнее время идет много и видео, в формате видео. Вчера вот прошла конференция у нас центрального, не конференция, а общее политическое собрание Центрального комитета. Но мало кто обращает внимание на эти. Очень хорошие собрания проходят, очень хорошая учеба. У нас преподает в горкоме партии, преподает Лазарь Степанович Филиппов. Это человек, с которым за счастье просто постоять. Он написал столько книг, проработал труды, его интересно очень слушать, но на его занятия приходит всего 3-5 человек. Из нашего актива распространяется, звонится, говорится, мы мало обращаем на это. Каждый это, будь то молодой вступающий, мы прекрасно понимаем, конечно, что в наше время, особенно молодежь и учится, и работает, и учится, и все остальное, на это очень нам обязательно нужно обратить. Без теории мы не сдвинемся никуда, без понятия, простейшее объяснение простейших понятий останавливается. У нас преподает Иннокентий Иванович каждую субботу. Также у нас еще минутку. Давайте еще минуту. Также работает, приходит 2-3-5 человек, которые его слушают. Благо, в данный момент, конечно, у нас развит формат интернет-пространства. И, кстати, хочу отметить, как Центральным комитетом партии Российской Федерации на проходящем Дальневосточном форуме, так и я участвовал в съезде Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи. Наше отделение отмечено по Дальнему Востоку, ЦК КПРФ, как одна из лучших, который представляет работу в социальных сетях, в интернете. Это не обязательно, что просто картинки, я имею в виду, это и тексты, и видео, и участие
в различных новостных программах и всего остального, так и в Центральном комитете комсомола. Мы, наш Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации, наше отделение пошли из 80, сколько у нас, 7 регионов, Сколько времени надо? тройку. Минутку еще. В наших руках все доступные средства и современного мира. От трудов Маркса, Ленина и Сталина, в современных коммуникаций, месседж, видеоканалов, социальных сетей. У нас есть о чем сказать. Нам всегда нужно вместе дружно переходить к делу. Коммунисты всегда должны быть в гуще трудовых коллективов, бороться вместе с ними, разделяя все тяготы и опасности их борьбы. Уважаемые товарищи, значит, я вас надолго не задержу. Хотелось бы, в принципе, по выборам, по итогам выборов уже все сказано было. Более детально у вас все написано и оформлено в справке о итогах проходящих выборов. Мне хотелось бы добавить, конечно, что здесь и зачем идет. Значит, ну, во-первых, да, правильно, как сказал Виктор Николаевич, мы не посыпаем голову пеплом, потому что действительно наши представители от коммунистической партии действительно практически представлены во всех районах, во всех представительных органах районов. Поэтому, да, уменьшился состав, я не спорю. Но мы все с вами прекрасно понимаем. Можно прибавить, не слышу. Мы все с вами прекрасно понимали, что, в принципе, еще в январе, феврале мы понимали, что Единая Россия нам не даст повторить те наши достижения, которые мы с вами добились в 2018 году. Это было, в принципе, предсказуемо. Поэтому мы начали подготовку еще в феврале. В феврале Якутский риском запланировал и на бюро одобрил план действий всех местных отделений самого Якутского рискома. Все это было одобрено, подписано и разослано по местным отделениям. У нас была работа, конечно, вообще мы очень сильно были загружены работой, потому что у нас так совпало, что у ИГИ меняли свои составы полностью по всей республике. Это была страшная работа, да? Это потом тут же, как-то почему-то раньше, чем это было в 2018 году, начали формировать окружные избирательные комиссии, это все тоже свалилось нам на голову. Поэтому здесь выдержали, молодцы, местное отделение вовремя среагировали, молодцы. Там, где должны были пройти конференции по выдвижению делегатов на конференцию, все это вовремя сделали, общее собрание сделали, все замечательно. Но такое ощущение, что где-то весной переработали, и поэтому в июне как-то у нас работа заглохла, а в июне была основная работа по сбору документов. Здесь мы, конечно, подзадержались. Не поздно были выпущены списки кандидатов, все это бог с ним. 30 июня мы провели конференцию, и буквально вот прямо накануне мы еще добирали документы на выдвигаемые документы. На кандидатов. Очень печально, когда мы столкнулись в работе с тем, что, оказывается, в местных отделениях, когда местные отделения выдвинули своих кандидатов, оказалось, что некоторые, я не говорю, что их много, это были единицы, но тем не менее было видно, когда человек, который попал в выдвинутые кандидаты, начал отказываться от кандидатства, и оказывалось только потому, что он будет работать на Единую Россию. Представляете, коммунисты? То есть это я считаю неправильно. С чем это связано? Ну, наверное, будем разбираться на местах, с чем это связано. Кто с кем работает, зачем работает, по какому принципу работает. Дальше. То, что задержка была с документами до конца июня по местным отделениям, мы снова собирали документы, все это было запоздало. Это говорит о том, что почему мы тормозились в работе, потому что мы на себя, Якутский риском, взяли очень большой объем работы по выдвижению. Такого не было никогда. Обычно местные отделения выдвигались сами, но мы в этом году, раз мы проводим конференцию по выдвижению на Утумен, мы взяли на себя работу по выдвижению. Работа была проведена просто огромная, конечно. Поэтому, ну, как и в любой работе, есть какие-то свои ошибки и свои недочеты. Так, дальше, теперь, с чем мы сталкиваемся обычно на выборах и какие вопросы мы чаще всего слышим? Первое это деньги. Риском дайте деньги на выбор. Почему мало денег на выборах? Это нормальный вопрос. Мы все понимаем, что на агитацию нужны деньги. Давайте с вами подумаем, где брать деньги, а где членские взносы. У нас сегодня, вот мы на последнем бюро рассматривали вопросы членских взносов, у нас сегодня каждый человек в нашей организации в Якутии платит в среднем 66 рублей. Вот поднимите руки, кто из вас 66 рублей, я думаю, что больше платите вы, правильно? Значит, получается, вашу сложить и вот эту среднюю, получается, что половина платит членские взносы, а половина
Вот вам, пожалуйста, и работа, и деньги на агитацию. Вот они. Дальше. У нас с вами очень мало молодых людей, которые подключались в агитационную работу на местах. Очень мало. И здесь их тоже было очень мало. Сегодня у молодежи мышление совершенно другое, не такое, как у нас. Они готовы работать за деньги. За деньги, пожалуйста. Бесплатно? Нет. Это нормальная логика сегодняшней молодежи. Тогда давайте другой вопрос зададим. А где наша пропаганда? То есть получается, как это не прискорбно, я не знаю, не хочу огульно охаивать, но получается это автоматически так, что то есть мы начинаем, вот люди как видят со стороны, мы начинаем работать только тогда, когда начинаются выборы. Что, неправильно? Но люди так и говорят: о, пошли снова вон агитаторы, выборы на носу. Поэтому я думаю, что в принципе со всеми этими делами надо заканчивать. Работа у нас круглогодичная, и партия занимается своей работой круглогодично. Поэтому сегодня, это касается первых секретарей местных отделений, поэтому все первые секретари сегодня получили образцы своей плановой работы на год. Они их должны составить и до 30 ноября сдать. Сегодня у нас на носу статистический отчет. До 30 ноября списки должны предоставить первые секретари местных отделений и горкома в том числе. Поэтому работа у нас не заканчивается. Несмотря на то, что у нас избирательная кампания прошла, мы с вами двигаемся дальше. В данный момент начались и объявлены еще 18 октября выборы в Обуйском районе. Мы там тоже представляем свои интересы. Мы выдвинули 7 человек в Обуйский районный совет. 15 декабря выборы. Посмотрим, что у нас будет дальше. Так что работа продолжается, дорогие друзья. И я думаю, что необходимо подумать о том, как мы работаем, когда мы работаем, с кем мы работаем и что у нас будет дальше. Ну вот, в принципе, все. Если нет вопросов. Добрый вечер, уважаемые однопартийцы, уважаемые коммунисты, Виктор Николаевич, Вячеслав Семенович. Ну вот прошли очень тяжелые выборы, конечно, я сам лично участвую уже второй раз, участвовал в 2018 году, участвовал в этом году. Тут я бы хотел сделать акцент именно по поводу политтехнологии. Почему, например, 2 года назад наша партия КПРФ победила Единую Россию? А почему в этом году, какие пропуски мы допустили, какие у нас были промахи? Ну, то есть все это связано именно с политтехнологией. Нужно именно об этом задуматься. И именно все это связано чисто политтехнологическая работа, а именно в чем? Как делают наши власти на сегодняшний день? Они работают именно по принципу паровоза. То есть все начинается от выборов главы. Это первый вопрос. Второй вопрос, почему вот в Илтумене мы набрали по партсписку очень мало кресел. Ну, то есть было 7, а получилось в этом созыве то есть получили только 4 кресла. Это все зависит от того, что у нас по округам очень мало было одномандатников. И от этого тоже очень много зависит. То есть, если я хочу предложить вот партии как бы свое слово, да, чтобы на следующих выборах тоже это все учитывалось. Если человек хочет попасть по партийному списку на выборах, то он должен обязательно участвовать по одномандатному округу, то есть вложиться хорошенько и по конкретному. То есть с деньгами подойти на выборы серьезно. И тогда уже будет не он как бы за партию придерживаться, а именно он сам лично будет таскать партию. Именно по этому поводу нужно будет хорошенько поработать в следующих выборах. В принципе, партия должна отвечать на насущные вопросы населения. Самые жгучие вопросы сегодня, которые есть, в докладе не озвучены. И в Центральном комитете партии, и в нашей РСКОМ. Что я имею в виду? Я имею в виду миграционную политику. Везде все сейчас кричат и говорят, что миграционная политика ведется у нас вообще сверху по указу президента. Вот он поехал на Узбекистан, пожалуйста, он дает именно добро. Поехал в Казахстан, дает добро. Те приезжают, налево-направо им паспорта, сразу сразу в лечебном варианте, сразу им гражданство. И сразу эти люди получают оружие. Охотничьи, нарезные, другие оружия. А сами научат военной команде не стоят. А сегодня вот, если вопрос нам задают, мы не можем ответить, поскольку Виктор Николаевич доклад не озвучил. Это проблема как решится или не решится когда-нибудь.
Вот это вопрос очень серьезный и очень актуальный на сегодня. Это первое. Второе, что я хотел сказать. Да, второе, это сегодня я как-то очень удивился, когда руководитель нашего университета говорит, что мы в Дальнем Востоке, вот самые это, идущие вперед, это сегодня обучаем столько студентов из Средней Азии, столько из Африки, все они приехали к нас. У нас университет мирового масштаба, что ли, обучает, выпускает специалистов такого класса, да? Нет. И это далеко задуманный вариант, давно запланированное дело, что это обучить на местном условии и внедрить их здесь как специалистов, затем завоевать наши, будем законодательные органы, исполнительные органы, и потом нация-то куда идет? Будем у них работать, как сейчас работаем иной раз. Это второй вопрос. Третий раз. Сегодня Элдерхан говорит, что мы бедность к концу моего созыва будет два раза искоренен, да? Откуда бедность? Вот где анализ? Вот, например, приезжие мигранты, у них безработные есть? Нет. А вот местные вот здесь воротилы, они тоже, у них бедные безработицы есть среди армян, грузин, других? Нет. А у кого есть? Среди русских наших вот местных и местных якутов. Почему? Потому что мы сегодня бездумны. Я давным-давно, когда был депутатом, задавал вопрос, почему мы загоняем народ сюда, в республику, это центральный город Якутск. Мы здесь ассимилируемся, мы здесь потеряем свой облик. Они говорят, нет, это мировая тенденция. Ну, раз мировая тенденция, так надо как-то по-людски подходить. В деревнях-то сейчас кто остается? Никого. Вот Харалдане, вот я недавно в Татинском районе не дадут мне собрать. Когда мы уезжали оттуда, была средняя школа. А сегодня 56 всего человек, это учащихся, учеников. 56. Это в школе. Ну дальше куда пойдешь? Главное, местные сегодня вынуждены работать только с пенсионерами там. Молодежь ушла. Пенсионеры, как они будут работать активно? Когда хворые, когда уже в преклонном возрасте. Вот надо как-то подумать. Была встреча у нас ветеранами госслужбы, это ВЛКМН. Мы говорили, сегодня Виктор Николаевич, видимо, этот вопрос не обсудили, не озвучил. Мы говорили, давайте эти вопросы вы все обсудите и потом как-нибудь давайте доведите до нас. Ни гугу, ни оттуда, ни отсюда. Тогда мы как стенку горох бросаемся и на этом привет. И в заключение я хотел бы сказать, что сегодня это матери военнослужащих, да, которые призваны в Украину. И многие, не только с наших другими пишут, но пора возвращать детей-то. Вот мой кровный внук 1,5 года служит. Отпуск не дают. Ну что такое? Указ президента есть? Есть. Главнокомандующий или он кто у нас? Дворник ли? Главнокомандующий. А почему тогда его приказ, его указ не исполняется? Где анализ этого дела? Почему никто не отвечает? Здравствуйте, уважаемые соратники. Ну что хочу сказать, выборы прошли, ошибок было много. Как депутат районного совета бывают проблемы, которые надо решать. Я как патриот своего района хочу, чтобы это дело продвинулось. Очень жалко, сегодня еще раз скажу, что мы потеряли Савва Анатольевича, потому что, как сказать, именно молодые должны были вот, поэтому молодые люди, которые вот сейчас вступают в партию в городе Якутске, я не знаю, надо всячески, вот какие-то авторитеты все равно вот имеете, да, товарищи и соратники, где вы работали, где имеете авторитет, надо выдвигать своих коммунистов, молодых, перспективных, на ключевые руководящие должности, стараться как-то их включать, чтобы авторитет партии работал. И не просто так они, вот эти молодые люди там должны сидеть, а должны именно показать работу, как должен работать коммунист, как Савва Анатольевич себя показал в строительном округе города Якутска, так и себя вот так вот показывают молодые люди. Мы, коммунисты, можем работать.
И каждый коммунист, идя по улице или заходя в магазин, должен нести свой, как говорится, флаг. Везде, вот куда зайдешь, пойдешь, первым делом говорят, вот Мигнюрова коммунистка сказала, Мигнюрова прошла, Мигнюрова думает так. Например, я так говорю. Это я в своем районе такой вот авторитет. Такой же авторитет каждого секретаря должен быть в своем районе, и тогда пойдет работа. И если честно, надо секретарям на местах тоже выбирать молодых коммунистов, секретарей, чтобы тогда по возрасту и подходят люди. У меня все. То, что касается по итогам сегодняшнего разговора, он непростой. Ну, для объективности хочу сказать, такой компании, которая бы смогла, мы в эту компанию скоротечную, в вопросах такого противодействия, столько смогли сделать, никогда не делали. И по ресурсам. Но я цифры приводил, я не буду уже повторять. Сколько было напечатано, сколько было сделано, никогда такой по содержанию компании и, значит, и тезисные вопросы информации по всем сетям, такой у нас не было. Мы такого противодействия не было. Такого противодействия не было. Конечно, если они имели возможность за каждым коллективом, где более 50 человек работает, закрепили госслужащего или работодателя. За каждым коллективом был закреплен конкретный человек. Ну вот, теперь если говорить о постановлении, два первых пункта, которые я зачитаю, остальные вопросы, которые связаны с постановлением задачи нашей партийной организации. Ну, первый основной пункт. И второй. Отметить, что сентябрьские выборы 23 года Якутский лиском КПРФ, городской комитет и местное отделение партии, общественная организация в условиях жесточайшего использования административного ресурса, привлечения партии обмана и политических перевертышей, перерожденцев смогли сохранить присутствие коммунистов и сторонников в органах представительной власти республики. И второе. Бюро Лискома и Иркутского бюро КПРФ в местном отделении, первичным партийным организациям, горкому считать вопрос пропаганды созидательного опыта КПРФ одним из приоритетных направлений деятельности по реализации программы партии, программы Победы. Сочетать эту работу с идейным укреплением ростом рядов, усилением влияния массах, формированием фронта народно-патриотических сил, проведением избирательных кампаний. Ну, соответственно, те вопросы, которые были прозвучены в докладе, они имеют здесь место. Я бы сейчас предложил принять этот проект постановления и поручить бюро доработать с учетом высказанных сегодня задач.